Ассаламу алейкум, друзья, мы уже выпускали работу про Чеберлой, но в связи многих трудностей и недостатка времени мы остались немного недовольны своей работой, поэтому решили сделать переиздание про Чеберлой, немного переделать эту работу и сделать ее более большой и информативной. Чеберлоевцы – это чеченское общество, основообразующее и составляющее чеченский Тукхум, Чеберлой. Исторически чеберлоевцы проживали в юго-восточной части Чечни на границе с Дагестаном. Своим духовным центром чеберлоевцы издревле считали село Макажой. Макажой – это село в Чеберлоевском районе Чеченской Республики. Село Макажой долгое время было крупным центром чеченского Тукхума Чеберлой. Чеберлоевцы имеют также другое название – экзоэтноним Татбутри. Язык – чеберлоевский диалект чеченского языка. По чеченским преданиям большие связи чеберлоевцы имеют с нашхоевцами, с крупным чеченским тайпом – нашхой, а также с шароевцами, с крупным чеченским Тукхумом – шарой. Альшевский Мелентий Яковлевич, русский военный писатель, генерал от инфантерии, участник покорения Кавказа и Крымской войны. Про чеченские предания также писал «Жил богатырь Нохче», у которого было 12 сыновей, таких же крепких и сильных, как он сам. Когда Нохче дожил до глубокой старости, то его потомство, состоящее из внуков и правнуков, оказалось столь великим, что во избежание распри и неудовольствий, он дал совет своим сыновьям расселиться по горам и не ближе, как на день пути один от другого. При этом заповедал им не спускаться с гор и беречь свои леса, потому что в тех и других заключалось их согласие и спокойствие. Разделившись на 12 отдельных семей, сыновья Нохче место своего водворения назвали по своим именам, и с того времени образовались общества, известные нам и поныне Ичкери, Аух-Чеберли, Шубути-Шатот-Зумса, Кисти, Цеари Галаш Галгай, Джерах и Ингуш. Источник – Альшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. О происхождении, образе жизни, нравах и обычаях чеченцев. Наш способ ведения с ними войны. Тайпы Тукхума Чеберлой, тайп Ачалой. Ачалой тайп Тукхума Чеберлой. Также Ачалой покинутый аул в Чеберлоевском районе Чеченской Республики. Аул расположен на левом берегу реки Ачалын-Ахэкэ, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун. Тайп Басхай. Басхай тайп Тукхума Чеберлой. В свое время чеченец этого тайпа по имени Ма-Аш воевал против Шамиля, собрав в свою дружину самых отважных чеберлоевцев. Тайп Богачарой. Богачарой тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Аки. Чеченский историк Лича Ильясов писал, согласно полевым материалам, чеченский тайп Богачарой выселился из района, который находится у истоков Сунжи, у горного хребта Богучар. В те времена этот тайп относился к Тукхуму Аки, богачарайцы и даже после переселения на правый берег Шаро-Аргуна продолжали считать себя частью акинского Тукхума. Часть богачарайцев еще в XVI веке основала село Богачары у выхода из Аргунского ущелья неподалеку от селения Гайты. В 1825 году оно было сожжено русскими войсками в результате трехдневного сражения. Источник – журнал «Чеченское общество сегодня», выпуск 17. 2008 год. Исторические области Чечни. Глава из книги Личи Ильясова «Тени вечности». Аки, страница 18. Тайп Босой. Босой тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. У тайпа есть своя гора, Буосой-Лам, высота 1891 метров. Родовое село, Басой, покинутый аул в Чеберлоевском районе. Тайп Бунихой. Бунихой тайп Тукхума Чеберлой. Основатели аула Буни. Аул входит в состав Макажойского сельского поселения. Тайп Дай. Дай тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. По рассказам выходцев из аула Дай, основателем аула Дай в Чечне являлся переселенец из исторической области Нашаха человек по имени Дай. Тайп имеет свою гору, Дайлам. В древние времена по знаниям орстхойского историка Аслана Эльмурзаева тайп Дай играл роли в истории Орстхаевцев и был частью Тукхума Орстхай.
Источник – общественно-политический, литературно-художественный, иллюстрированный журнал «Жизнь национальностей». Статья Аслан Эль-Мурзаев. Многоликая Россия, Кавказ и его народы. Арстхай. Тайп Желашкхой. Желашкхой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Ихарай. Ихарай Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп имеет свою родовую гору Ихарай-Лам. Ихарайцеи часто конфликтовали с соседними андийцами, которые пытались захватить земли Ихарайцеев. Тайп Кирей. Выходцы из Тукхума-Шарой, входят частично и в Тукхум-Шарой и в Тукхум-Чеберлой. Тайп Казаной. Казаной Тайп Тукхума-Чеберлой. Тайп Кулой. Кулой Тайп Тукхума-Чеберлой. У Тайпа есть своя гора Кулой-Лам. Тайп Макажой. Макажой Тайп Тукхума-Чеберлой. Выходцы из Нашха. По преданию Тайпа Макажой, их родоначальником был Турач, переселившийся в эти места из Нашха. Макажой – исторический центр Чеберлоевского общества. Тайп Нижалый. Нижалый Тайп Тукхума Чеберлой. У Тайпа имеется своя гора, которая носит название Тайпа, Нижалой-Нлам, Нижалый-Цеев гора. Тайп Нохчкелый. Нохчкелый Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Тукхума-Шатой. Тайп Орсай. Орсай Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Ригахай. Ригахай Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Садой. Садой Тайп Тукхума Чеберлой. Про Садой много разных версий, многие Садой считают себя выходцами из Нашха. Тайп Тундукой. Тундукой Тайп Тукхума Чеберлой. В родовом селе Тайпа сохранился памятник легендарного чеченского воина Халча. Однако от них остались только руины, на камнях которых сохранилось очень много петроглифов. Тайп Харкарай. Харкарай Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Хиндей. Хиндей Тайп Тукхума Чеберлой. Родовая гора Тайпа Хиндей-Лам. Тайп Бумхой. Бумхой Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Хой. Хой Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. По общечеченским и в частности чеберлоевским преданиям, в частности преданиям самих представителей чеберлоевского Тайпа Хой, чеберлоевский Тайп Хой в Чеберлое из Нашха, некие Алхаст и Амин были родными братьями, которые прибыли из Нашха и основали село и Тайп Хой в Чеберлое. Тайп Сейкарай. Сейкарай Тайп Тукхума Чеберлой. Тайп Чубахкинарай. Чубахкинарай Тайп Тукхума Чеберлой. Выходцы из Нашха. Родовое село Тайпа Чубахкинарай-Цеев, Чубах-Кенерай. По преданиям Чубахкинарай-Цеев Чеберлоевское село Чубах-Кенерай основано выходцами из нашхойского аула Килах. По некоторым чеберлоевским преданиям в давние сложные времена исторической древности Тайп Чубахкинарай нередко конфликтовал с соседними аулами. Был известен неспокойным характером. Таким образом мы получаем целых 24 тайпа, которые составляют Тукхум-Чеберлой. Как видно, чеченцы-чеберлоевцы имеют в том числе акинскую, шаройскую, шатойскую, а также особо мощно нашхойскую составляющую. Формирование чеберлоевцев как общество состоялось в очень древние времена. Возможно, конечно, здесь не полная информация про тайповый состав Тукхума Чеберлой. Многое на сегодня забыто, мы преподнесли информацию вкратце. Тайпы – это сложная тематика, как для просто интересующихся чеченцев, так и даже чеченские историки скажут, что тема эта непростая. Можно добавить, в дополнение, что, к примеру, что по чеберлоевским преданиям, считается, что были в Чеберлое такие тайпы, как Дангарой, Лишкарой, Асхарой, Цеиндой и другие. Также сегодня известно, что село Дай сегодня входит в Шатойский район, а по чеберлоевским преданиям считается, что село Дай ранее входило в Чеберлоевский район. В феврале 1929 года при укрупнении административных районов Чеберлоевский район был расформирован, его территория частично вошла в Шатоевский район и так далее. Тайп и село Дай по чеберлоевским преданиям всегда относились к чеберлоевским чеченцам. Считается по чеберлоевским преданиям, что много лет назад в древний период они вышли из Нашха и стали коренным чеченским чеберлоевским обществом. И всегда Тайп Дай считали несомненно чеберлоевскими чеченцами. Известный чеберлоевцей Дада Залмаев, отец Дады, некогда погиб в одном из боев с царскими войсками. Сам же Дада также был предводитель восстания против царских войск в Чечне. Принял участие в нескольких боях, в одном из которых Дада и его воины попали в плен и после были повешены. Дада был из чеберлоевского Тайпа Чубахкинарай.
а также Идель Веденский, Наиб имама Шамиля, представитель чеберлоевского тайпа Макажой, Гази Алдамов, председатель Мехкхела и один из предводителей чеченского народа, выходец из чеберлоевского тайпа Макажой, Адин Сурхо, представитель чеберлоевского тайпа Казаной, возглавил чеченцев в борьбе против кабардинского князя Мусаста. Кунта Хаджи Кишиев из чеберлоевского тайпа Гумхой, чеченский суфийский шейх и другие. Есть и свидетельства отношения чеберлоевцев и других чеченцев к аланам. Чеченский историк Далхан Хажаев писал: «Связи, налаженные в последнее время с нашими зарубежными соотечественниками, уже дают свои ценные плоды». Настоящей сенсацией для истории Чечено-Ингушетии и всего Северного Кавказа является сообщение о существовании арабоязычной рукописи аланского историка, мусульманского ученого и проповедника Аздина Вазара, сведения о которой вместе с ксерокопией на арабском и чеченском языках передал в Чечено-Ингушский государственный объединенный музей иорданский чеченский историк из Иорданского хашемитского королевства Абдул-Гани Хасан. Рукопись гласит: предки Аздина вышли из аланского племени Новчи, чеченцы. Аздин Вазар в своей книге описывает страну Алан, средневековый автор не отделяет чеченцев от алан, считая их одним народом. В своей книге Аздин Вазар упоминает племена и общества: 1. Адый, 2. Аздой, 3. Шейшей, видимо чеченский тайп Пешхой, 4. Кайнажой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Казаной, 5. Дайхой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Дай, 6. Хой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Хой, 7. Сакхой, видимо чеченский тайп Хакой, 8. Садой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Садой, 9. Ваной, 10. Малхой, видимо чеченский Тукхум Малхий, 11. Нашой, видимо чеченский тайп Нашхой, 12. Асой Асхой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Орсой, 13. Аной, 14. Гойтой, видимо чеченский тайп Гатой, кстати тайп известного чеченского абрека Хасухи Магомадова, 15. Артой, 16. Мартой, 17. Сейрасакхой, видимо чеченский чеберлоевский тайп Цейкарой, 18. Меда Ады, 19. Назрой, 20. Бартой Бартлой, 21. Арваной, видимо чеченский тайп Арганой, 22. Ширваной, видимо чеченский Тукхум Шарой, либо упоминание местности, Ширван, 23. Кхеладай, видимо чеченский тайп Хилдихарой, 24. Ады, 25. Эдой, 26. Гундукьей, видимо чеченский чеберлоевский тайп Гумхой, 27. Ташхой, 28. Сартой, видимо чеченский тайп Сатой, 29. Гилой, видимо чеченский тайп Гулой, 30. Силой, видимо чеченский тайп Салой, 31. Суберой, видимо чеченский тайп Сербалой, 32. Гардой, видимо чеченский тайп Гардалой, 33. Мазигутой, 34. Вантлой, 35. Кэштой, 36. Албаздуплой, 37. Аршой, видимо чеченский Тукхум Арштхой, 38. Сиброй, 39. Нашхо, видимо чеченский тайп Нашхой, 40. Нахаш, 41. Ахший, 42. Вахш, 43. Тханах, 44. Байнах, 45. Мартнах, 46. Нартнах, 47. Авхаш, 48. Нажашин, видимо чеченский чеберлоевский тайп Нижалой, арабоязычный источник средневекового аланского ученого, путешественника и миссионера из чеченцев Аздина Вазара еще предстоит исследовать ученым, историкам и лингвистам. Источник – газета «Республика» от 14 февраля 1991 года. Материалы разворота подготовлены старшим научным сотрудником Чигом Далханом Хажаевым. Аланский историк из чеченцев. Какие общества мог перечислять Аздин Вазар, добавлены сугубо наши комментарии. Представитель чеберлоевского общества рассказывает следующее: про Чеберлой много чего рассказать можно. Сами чеберлоевцы жили в Чеберлое очень и очень давно. Это была глубокая древность. То, что сегодня некоторые люди считают, что Чеберлой был заселен сравнительно недавно, является ошибкой. В Чеберлое чеберлоевцы жили очень давно, настолько давно, что и сказать трудно. По крайней мере, в те древние времена, когда древние жители Кавказа занимались строительством древних башен,
В Чеберлое люди уже жили и тоже строили свои башни. Это было очень давно, во всяком случае, явно в древние времена. Чеберлоевцы – древнее общество, даже очень. Касаемо тайпов, считалось, что их у нас было 32, столько их было. Чеберлоевские тайпы – это такие как Макажой, Дай, Хой, Чубахкинарой, Дангарой, Орсой, Ригахой, Ихарой, Ачала и многие другие. Большие родственные связи у нас с нашхоевцами. Нашхоевцы и чеберлоевцы фактически, можно сказать, одни из самых близких. Чеберлоевцы всегда считали себя чеченцами, ингушами себя никто не называл, а так само собой. Конечно, с ингушами по родству у нас тоже есть связи, это понятное дело для понимающих людей. От самих чеберлоевцев, надо сказать, в том числе могут происходить многие, как ингуши, так и чеченцы. Население Чеберлоя в разные времена по разным причинам частично мигрировало, так было не раз и не два. Чеберлоевцы и тайпа-дай, по некоторым преданиям, даже ходили в саму Персию. По каким, правда, делам сказать сейчас уже трудно. В древние времена несколько было крупных восстаний чеберлоевцев, как против войск Шамиля, так и против царских войск. Эти восстания приводили часто к разрушению башен Чеберлоя и кровопролитным схваткам. Чеберлоевцы, в общем, так сказать, общество достаточно воинственное, как в целом и весь народ многострадальной Чечни. Чеберлоевцы они вообще своеобразные, заносчивые и немного разбойные. Но само собой в таком обществе бывали временами и внутренние недопонимания, непонятки, так сказать. В целом, все как у всех. Несмотря на некоторые бывающие непонятки, чеберлоевцы все же очень ценит единство. Есть также чеберлоевские предания, что многие чеберлоевские тайпы вышли от тайпа Макажой из одноименного села Макажой. Касаемо Шамиля можно также сказать, что чеберлоевцы не принимали никакой власти над собой, поэтому случились недопонимания. Они как бы посражались и с войском Шамиля, а потом и против царских войск. Но так сложилось, непростой у чеберлоевцев характер, поэтому и история неспокойная. Кстати, поговаривают, что до прихода Шамиля Чеберлой уже был мусульманским, или по крайней мере, частично. Шамиль, однако, установить хотел свои порядки в обществе Чеберлоя, поэтому это и восприняли в Чеберлое враждебно. А так не могу, конечно, сказать на 100%, как все было, что тогда произошло. Я ничего не утверждаю, а могу рассказать лишь предания. Кстати, некоторые ингуши, слышал, говорят, что чеберлоевцы якобы пришли от них, потому что у них были конфликты с чеберлоевцами. Я лично такого не слышал, но часть, может быть, пришла и оттуда. Больше слышал, что многие чеберлоевцы из Нашха, а также что чеберлоевцы уже жили в Чеберлое в древнейший период. В окрестностях Чеберлоя есть пещеры, по некоторым данным, там жили люди, затем они стали строить башни, возможно это и были древние наки. В общем, в Чеберлое по некоторым данным люди жили еще в доисторический период. Затем они расселялись по Кавказу. Есть слухи и о том, что так называемая белая раса зародилась на Кавказе, кавказцы на самом деле их предки. Но не все, это относится только к кавказцам кавкасионского типа, чеченцам и остальным. Кстати, у древних чеченцев и в целом по Кавказу очень сильно распространена разная символика, особенно свастика и другие символы. Это же символы арийского народа. Это надо изучать. Возле озера Казаноям, по чеберлоевским преданиям, древние чеберлоевцы часто тренировались, тренировки относились к боевому делу. Наши предки жили в крайне сложные времена, во времена набегов кочевников и прочего. Нужно было уметь драться, уметь обращаться с оружием как на земле, так и на коне, быть сильными, иначе любой набег мог бы просто уничтожить целое селение. Жизнь была сложной, нельзя было быть в те времена слабыми. Тренировки в такое время должны быть жесткими, без нытья и компромиссов. Не сомневаюсь, что у старинных чеберлоевцев они такие и были. Наши древние башни меня поражают до сих пор, несомненно, предки явно были сильными. Просто подумайте, чтобы строить такие башни, они постоянно таскали эти камни, как очень тяжелые, так и поменьше. Постройка таких башен явно требовала ума, большой силы, упорства. Предки в целом, понятное дело, были сильные, суровые и отчаянные люди. Мы тоже, конечно, непростые, да, но касаемо предков, считаю, многим из нас сегодня далеко до них. Думаю, многие наши современные проблемы, из-за которых мы можем сильно расстроиться, для них показались бы просто пустяком.
Один из крупнейших и известных специалистов по истории, настоящий трудоголик и ценитель своего дела, чеченский историк Лича Ильясов пишет: трагическая участь постигла чеченские фамильные хроники Типтары. Типтар – вид фамильной, семейной хроники, в которой велась запись всех предков и наиболее важных событий в жизни фамилии и народа. В более древние времена типтары писались на чеченском языке грузинским алфавитом с IX-X веков при сближении аланов с Византией, греческим, а с XVII века на арабском языке или чеченском языке арабским письмом. Есть сведения о чеченских типтарах, написанных клинописью, а также об использовании чеченцами грузинского и греческого, византийского алфавитов, а надписи, состоящие из двух строк и выполненной греческим письмом на камне основания одной из башен в селении Кирды в Аргунском ущелье, упоминает Н.С. Иваненков. Согласно чеченским типтарам, укрепление Кирды было построено аланским правителем, ушедшим в горы со своей свитой, спасаясь от нашествия отрядов Тимура. На чеченском языке выполнена аланская надпись на каменной могильной плите X-XI веков у реки Зеленчук в Карачаево-Черкесии. В 1944 году, во время выселения чеченцев, все типтары, так же как и теологические сочинения XVII-XIX веков на чеченском языке, у местного населения были изъяты и уничтожены. Отдельные экземпляры вывезены офицерами НКВД в Россию, несколько типтаров удалось спасти их владельцам. Как видно, о прямой принадлежности чеченцев к аланам, про которых давно спорят в науке разные народы, можно даже не сомневаться. Далее автор пишет: согласно исследованию абхазского историка А. Гумбы, по данным письменных источников, античных, древнеармянских, древнегрузинских, во второй половине первого тысячелетия до нашей эры древние нахские племена занимали территорию от Приэльбруса и течения реки Малка на западе до подножия Андийского хребта и течения реки Аргун на востоке. Сообщения письменных источников согласуются с данными топонимики, языка, антропологии и этногенетических преданий нахских народов. Полное совпадение территории расселения древних нахских племен во второй половине первого тысячелетия до нашей эры с ареалом распространения позднекабанской археологической культуры является подтверждением того, что носителями этой культуры были нахи. На основе детального анализа сведений античных историков Лукиана Самосадского и Клавдия Элиана, А. Гумба приходит к выводу о том, что во второй половине первого тысячелетия до нашей эры племена, проживавшие в центральных районах Предкавказья, античным авторам были известны под названием Малхи. Наличие топонимических названий с корнем Малх, река Малка, Малкан, Малхал, Малхар, Малгобек, Малхиста в различных областях Центрального Предкавказья свидетельствует о широком расселении в центральных районах Северного Кавказа племенных групп Малх. Термин «малх» был общенахским этнонимом. В абхазских нардских сказаниях нахские племена выступают под именем Малхус. В фольклоре адыгов и горных грузин нахи Центрального Кавказа выступают сильным и могучим племенем, играющим важную роль в жизни народов региона. Таким образом, как видно, очевидно, что древние кабанцы, так же как и аланы, имели отношение к чеченцам, к древнему чеченскому населению. Далее автор пишет: по классификации чеченского историка М. Мамакаева, в XVI-XVII веках в Чечне сложились 9 тукхумов: Акик, Малхий, Нахчмахкой, Терлой, Чантий, Чеберлой, Шарой, Шуотой и Аштхой. На Северном Кавказе, так же как и в прилегающих районах, человек появился в эпоху палеолита. Население этого времени на Северном Кавказе было очень немногочисленным и использовало в качестве жилищ естественные пещеры. Кроме того, уже в это время древний человек начинает облагораживать пещеры, гроты и скальные навесы, застраивая их завалами из камней. К этому периоду относятся находки археологов в районе высокогорных чеченских селений Хой, Макажой, Казаной. В эпоху неолита в горных районах Кавказа начинается строительство из камня. Пещеры же используются как жилище в массовом порядке вплоть до эпохи бронзы, а по свидетельству Страбона и в первом веке до нашей эры. Неолитические поселения обнаружены археологами возле озера Казаной-Ям, на Терском хребте, в окрестностях Нальчика. Это, кстати, говорит о том, что Чеберлой был заселен очень давно. Вероятно, чеберлоевцев можно отнести к одному из древнейших обществ Чечни.
Далее автор пишет, с глубокой древности на территории Кавказа остались следы различных культурных напластований, палеолита, неолита, эпохи бронзы. И несмотря на небольшое количество исследованных поселений древнего периода, они позволяют судить о характере архитектурных и материальных традиций древнейшего аборигенного населения Северного Кавказа. С I века нашей эры на территории кабанской культуры, расселение нахских племен, античными авторами упоминаются аланы. Выводы об ираноязычности алан делались не на основе данных топонимики, лингвистики, исторических источников, а исходя из того, что язык осетин, которые без достаточной научной аргументации считались единственными потомками алан, был иранским. Но границы расселения алан, данные топонимики, археологии и антропологии говорят о том, что аланы являлись потомками носителей кабанской культуры, то есть нахами. Уже во II веке нашей эры Алания воспринимается как единая территория, а аланы – как одно из могущественнейших племен Северного Кавказа, в руках которого сосредоточены стратегические пути из Европы в Закавказье. Чеченские башни отличаются большим разнообразием форм, отдельных деталей. Это прежде всего может быть подтверждением того, что их строили в разные периоды времени. Наиболее ранее по времени постройки башни имеют сходные черты с башенными сооружениями Карачая, Балкарии, Северной Осетии. Это говорит о том, что в определенный период времени эти районы относились к единому ареалу материальной культуры. С развитием на территории расселения нахских племен кабанской археологической культуры начинается строительство так называемых циклопических построек, жилищ и прочих строений из громадных каменных глыб. Развалины циклопических построек сохранились в разных районах Чечни, в селениях Никарой, Баулой, Саеча-Ахе, Хаскали, Орсой. На рубеже нашей эры нахи, живущие на равнине, в различных исторических источниках уже называются аланами. Со II века Алания упоминается как единое образование, оказывающее значительное влияние на соседние страны и народы. К VII-IX векам границы аланского государства простирались от Дагестана до Кубани. Фортификационное строительство на его территории достигает в это время наивысшего развития. Арабские источники IX-X веков пишут о многочисленных городах и крепостях алан. По всей вероятности, это было связано с тем, что в этот период начинается создание великой сигнальной системы, которая объединяла все селения и города Нахов-Алан. Чеченские жилые башни по основным параметрам не отличаются от ингушских и осетинских, но значительно превосходят их по размерам и количеству этажей. Жилые башни были распространены в горных районах Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. В меньшем количестве они встречаются в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, жилые башни в качестве жилищ были характерны для северных районов Грузии, граничащих с Чечней, Хевсуретии, Тушетии и западнее для Мтиулети, Хэви и Сванетии. Ичкерия и Чеберлой были районами, которые чеченцы заселили сравнительно поздно, по крайней мере, после ухода оттуда войск Тимура, при их миграции с запада на восток. До их появления в этих местах, согласно фольклорным источникам, жили орстхайцы и этническая группа чеченцев, о строительных традициях которых в этом регионе ничего не известно. Хотя, по преданию, они тоже жили в башнях, и строительство легендарной башни Навруз-Гала приписывается им. В Чеберлое жилые и боевые башни имели широкое распространение почти во всех районах. На границе с Дагестаном боевые башни и укрепления, Хой, Казаной и Каркарой, были построены правителем, который был послан туда из Нашха. Множество башен, жилых и боевых, в Чеберлое было разрушено во время Кавказской войны. В течение сравнительно короткого периода времени здесь было несколько крупных восстаний и против Шамиля, и против российских войск. Все эти восстания были жестоко подавлены, а селения, жители которых принимали в них участие, разрушены. С особым рвением и воины-имамы, и российские солдаты уничтожали башни. Их руины до сих пор можно видеть во многих уже опустевших селениях Чеберлоя и соседних районов. Башенными, то есть состоящими из одних боевых и жилых башен, были почти все селения в горной Чечне к западу от реки Шаро-Аргун в Шарое-Маисте, Мелхисте, Терлой-Мохке, Нашхе-Аки, в ущелье Тазбичи, Аргунском ущелье, в ущелье реки Фортанга.
В работе многих авторов утверждается мысль о том, что различные фортификационные сооружения в горной Чечне были порождением родового строя, являясь собственностью рода или тейпа. Народные предания и исторические источники связывают строительство замков и крепостей с именами местных феодалов. Так, например, крепость в селении Казаной, согласно фольклорным материалам, была построена правителем Чеберлоя Алдам-Гази, присланным сюда из Нашка-Мехкхелом. Строительство жилых и сторожевых башен, а также цитадели начинается еще в аланскую эпоху, особенно в IX-XI веках, а возведение замков и башенных комплексов приходится на XV-XVI век, когда территорию Чечни покинули сначала монголо-татары, а затем и отряды Тимура. Это было время социально-экономического возрождения Чечни после гибельных для нахских народов набегов кочевников. Нашествие монголов в XIII веке привело к утрате могущества Алании, государства, основным этносом которого были нахи, предки современных чеченцев. Именно походы Тимура привели к значительной перекройке карты Северного Кавказа. Нахские племена, населявшие западные и центральные районы Кавказа, были вытеснены из районов тысячелетнего проживания или окончательно ассимилированы ираноязычными и тюркоязычными племенами. Следует заметить, что тюркизация западных нахов, Алан, началась еще в X-XI веках, и при появлении монголо-татар на Северном Кавказе среди алан северо-западного Кавказа уже присутствовал определенный тюркский элемент. Окончательная иранизация нахов Центрального Кавказа завершилась только в XV веке. Особую роль в этом процессе сыграли ираноязычные гарнизоны Тимура, разместившиеся у ключевых горных проходов Центрального Кавказа. Древний нахский субстрат Центрального Кавказа сохранил и материальную культуру, и антропологический тип, но утратил свой язык. Подобные процессы не являются единичными и присущими только данному региону. Например, в римских провинциях, причем не только в ближайших к Италии, но и в таких отдаленных, как Дакия, местное население утрачивало свой язык под влиянием римских гарнизонов и начинало говорить на латинском. Но на заимствованный язык метрополии накладывались особенности местных наречий, что привело впоследствии к образованию новых, так называемых романских языков. Поэтому можно говорить об определенном единстве материальной культуры нахов и осетин, которая существовала вплоть до XIV-XV веков, то есть до времени полной ассимиляции нахского субстрата ираноязычными элементами. И это единство получило конкретное проявление именно в древних архитектурных формах. Так называемая вайнахская башенная культура окончательно формируется в XIV-XV веках, создавая свои специфические архитектурные формы, которые уже не встречаются в других регионах Кавказа. После нашествия Тимура оставшиеся в живых непокоренные нахи ушли в горы. Территория их расселения ограничивалась с востока Андийским хребтом, на западе течением Терека, на юге главным Кавказским хребтом, на севере полосой Черных гор. На этой территории формируется новая этнокультурная и языковая общность, которая уже в наше время получила название вайнахской, и на ее базе окончательно складывается единая материальная культура и, в частности, один из ее видов – башенная и склеповая архитектура. Еще во времена нашествия монголо-татар и Тимура начинается миграция отдельных нахских племен уже внутри этой территории. Она направлена и на восток, в сторону Ичкерии и Чеберлоя, и на запад, в ущелье Армхи, и на юг, в Грузию. Активный период этой миграции завершается к концу XV – началу XVI века. Именно тогда складываются новые территориальные общности в горах Чечни, Ингушетии, и, по всей видимости, начинается экономический подъем, который приводит к резкому социальному расслоению чеченского общества. К тому же, согласно семейным хроникам, так называемым типтарам, некоторые аланские феодалы, спасаясь от отрядов Тимура, скрывались в горных ущельях со своими дружинами, захватив свои богатства. Здесь они сталкивались с родственным по происхождению и языку населением, проживавшим в этих ущельях издавна. Конечно же, эти столкновения заканчивались по-разному. Несомненно, в этот период в горной Чечне обновляется феодальное общество, и мощные замковые комплексы и цитадели в горах – материальное тому подтверждение. Восточный приток Аргуна, Шаро-Аргун, рассекает систему хребтов с юга на север и образует Шаро-Аргунское ущелье, густо заселенное до 1944 года. Вход в ущелье с севера прикрывался башенными укреплениями усиления Дай.
Ключевым в этом ущелье было укрепление в селении Шарой, состоявшее из 3 боевых и нескольких жилых башен. Оно контролировало дороги из Аргунского ущелья в Шарой, Чеберлой, Кахетию и Дагестан. Не менее укрепленной была историческая область Горной Чечни, Чеберлой, расположенная на юго-востоке. Здесь также была выстроена целая система укреплений и башенных комплексов усилений Казаной, Макажой, Харкарой, Хой, откуда контролировались дороги в Шарой, Ичкерию и Дагестан. Наиболее мощным являлось укрепление Казаной, представлявшее собой настоящую средневековую крепость, расположенную на высоком утесе. Согласно преданию, она принадлежала легендарному Алдам-Гази, присланному в Чеберлой правителем из Нашха. Селение Хой располагалось на границе между Чечней и Дагестаном. До нашего времени сохранилась лишь боевая башня на его окраине, которая ранее являлась частью укрепления. Интересно, что само название села Хой переводится как «стражники». Самые древние сигнальные системы возникли, вероятно, еще в эпоху неолита, то есть в период, когда древние люди были вынуждены бороться не только с природой за свое существование, но и с себе подобными. Долгое время для передачи военных сигналов не строилось специальных сооружений, а для этого использовались возвышенные места, вершины гор, утесы, деревья. Для передачи сообщений существовали различные знаковые системы, но наиболее распространенной была передача сигналов с помощью огня и костров. Позже, в эпоху ранних государств, для передачи сигналов стали строить специальные сооружения – деревянные вышки и башни. На территории древнейших расселений навских племен, от границ Дагестана до Кубани, практически не осталось следов существования древних сигнальных систем. На территории современной Чечни сохранились не только отдельные элементы сигнальной системы, которая начала складываться, вероятнее всего, еще в Аланскую эпоху, 9-13 век, но и ее большие звенья. По всей видимости, она была перестроена в XII-XV веках, когда нахи, жители равнин, или аланы, были вынуждены уйти в горы под натиском многочисленных орд Чингисхана и Тимура и создали здесь новое государственное образование, являвшееся ассоциацией территориальных общин или вольных обществ, а также небольших феодальных владений. В единую систему были объединены селения Шарой и Чеберлоя, которые через промежуточные башни были связаны с сигнальными башнями Аргунского и прилегающих к нему боковых ущелий. Погребальные сооружения, наряду с жилыми и боевыми башнями, относятся к наиболее многочисленным средневековым постройкам в горных районах Центрального Кавказа. В горах Чечни существуют 2 крупнейших на Кавказе некрополя – Васыркел в Майсте и Цайб-Хеда в Мелхисте. В каждом из них насчитывается более полусотни каменных склепов. Кроме того, небольшие группы склепов, а также одиночные погребальные сооружения сохранились на территории почти всей горной Чечни. От ущелья Фортанги на западе до течения реки Шаро-Аргун на востоке. В восточных районах Чечни и Ичкерия, Чеберлой подобных сооружений не сохранилось, но существует множество надмогильных слепообразных памятников, являющихся реликтами древней склеповой погребальной культуры. Петроглифы, магические знаки на башенных постройках и склепах, широко распространены по всей горной зоне Чечни. Ранее считалось, что они встречаются главным образом в восточных районах, пограничных с Дагестаном. На самом деле их немало на башнях и в Аргунском ущелье и западнее, в Нашха и окрестностях озера Галанчош. Ученые считали, что петроглифы возникли в эпоху активного строительства башен и склепов, то есть в XI-XVI веках. Но самые последние исследования показали, что они гораздо древнее и имеют сходство со знаками, нанесенными на керамику и металлические изделия племен кабанской культуры начала первого тысячелетия до нашей эры. Среди кабанских знаков встречаются почти в аналогичном виде и лабиринт, и двойные спирали и солярные знаки различного вида, в том числе свастика с закругленными и прямоугольными концами, человеческая ладонь, змеевидные изображения, фигуры людей и животных. Такие петроглифы можно видеть на многих башнях горной Чечни, в Мелхисте, Аргунском ущелье, в Чеберлое. Чеберлой – историческая область, расположенная на юго-востоке Чечни, границы этой горной области точно не определены. Наиболее распространенным является мнение о том, что к Чеберлою относятся только район Макажоя, озеро Казаноям, селений Хой и Харкарой.
Более достоверной представляется информация о границах общества Чеберлой известного чеченского этнографа и фольклориста Ахмада Сулейманова, который основывается на свидетельствах стариков, живших здесь до выселения. По его мнению, Чеберлой на севере граничит с землями общества Нижала и Ичкерии, на западе с обществом Шаро-Нахчкела, Боси на юге и востоке с Дагестаном. Это наиболее отдаленный и недоступный район Чечни, который практически не имел никаких контактов с внешним миром. Вероятно, именно поэтому в чеберлоевском диалекте чеченского языка сохранились архаические черты, которые сближают его с западными вайнахскими диалектами, особенно с ингушским языком. Топоним Чеберлой восходит к чеченскому Чеба-Аре ровное место, котловина, Алой является топонимическим суффиксом. Чеберлой стал заселяться чеченцами, которые эмигрировали из западных районов Кавказа, сравнительно поздно, не ранее 15 века. У некоторых тейпов, живущих в районе Чеберлоя, сохранились предания об их происхождении из западных районов Чечни. Так, по преданию тейпа Макажой, их родоначальником был Турач, переселившийся в эти места из Нашха. В русских источниках впервые Чеберлой упоминается в документах XVI-XVII веков как Чебрил, а жители этого края называются шебутянами, шубутами, так же как и их соседи по Шаро и Чанти-Аргуну. Особенности материальной культуры этих районов свидетельствуют о существовании на этой территории дочеченского субстрата. По всей вероятности, вплоть до конца 15 века на территории Ичкерии и Чеберлоя жили другие племена, которые затем были большей частью вытеснены, а частично ассимилированы чеченцами в их передвижении с запада на восток. В ареале обитания древних нахов в это же время существовала так называемая кабанская культура. Вероятно, эта миграция была длительной, так как в преданиях местных жителей говорится о том, что до поселения их предков в этих местах жили орстхаевцы. Тут, правда, не совсем понятно, что имел в виду Ильясов. С одной стороны, он пишет, что на территории Чеберлоя до прихода чеченцев был какой-то дочеченский субстрат, с другой пишет, что там жили до прихода чеченцев орстхаевцы, такая же чеченская этническая группа. Видимо, здесь Ильясов имеет в виду то, что до прихода других чеченцев в Чеберлой там жило чеченское общество орстхаевцеев. Это, кстати, говорит и о том, что, скорее всего, в древнем формировании Тукхума Чеберлой приняли участие и орстхаевцы. Далее Лича Ильясов пишет, так, согласно полевым материалам, записанным здесь в Кабычевым, первыми насельниками в Чеберлое были эрстхайцы, потом пришли стрелки из Лука. Стрелки из Лука, по преданию, прибыли из-под горы Нашаха, расположенной в верховьях реки Рошничу. Вначале в качестве разведчиков нашахайцей выслали 3 человек, но местные жители убили их. Тогда для отмщения прибыл целый отряд, который выстроил укрепление на месте нынешнего селения Хой. С этих пор нашахайцы прочно овладели Чеберлоем. Из Нашха был прислан в качестве правителя Чеберлоя, согласно преданию и легендарный Алдам Гези, который выбрал в качестве резиденции селения Казаной, где выстроил сильно укрепленный замок. Руины его сохранились до сих пор. Религиозные действия и праздники в Казане сопровождались общественным пивоварением. В чашечном камне в помещении толкли ячмень для ритуального пива. Подобный камень можно видеть рядом с жилой башней в селении Туга в Майсте. Жители Чеберлоя одними из первых среди чеченцев приняли ислам. И, вероятно, поэтому здесь не сохранилось, в отличие от других районов Чечни, склеповых захоронений. Но тот факт, что здесь очень много склеповидных надгробий, говорит о том, что они были распространены в свое время и на этой территории. Во времена имамата Шамиля чеберлоевцы оказали жестокое сопротивление попыткам имама вести шариат в своих обществах. В ответ Шамиль вел в Чеберлой войска, состоящие из аварцев и андийцев, и восстание было потоплено в крови. Многие селения Чеберлоя оказались разрушены и сожжены, в том числе по приказу Шамиля было уничтожено множество боевых башен. К западу от озера находится группа селений, самым крупным из которых является Макажой, который чеберлоевцы издавна считали своей столицей. По мнению чеченского историка Сулейманова, топоним Макажой соответственно. Наименование тейпа Макажой связано с древним военным термином «макаш», клинообразное построение воинов-копьеносцев во время атаки неприятельских войск. Такой клин двигался впереди атакующих войск, первым рассекал вражеские цепи, заходя в тыл врага, брал его в окружение и уничтожал. В макаш входили самые отчаянные и физически выносливые воины. В Макажое почти не сохранилось памятников архитектуры.
Единственной достопримечательностью его можно считать жилую башню, перестроенную в мечеть. Недалеко от Казаная находится селение Хой. Этот топоним с чеченского переводится как «стражники». Вероятно, это связано с тем, что селение было пограничным и его жители несли сторожевую службу. Об этом, кстати, напоминает и Хойнгала, башни стражников, единственная боевая башня, оставшаяся от укрепления. Башня возведена на скальном основании из хорошо обработанного камня, кладка на глинисто-известковом растворе. Хотя и по архитектурным приемам и технике кладки видно, что башню строил чеченский мастер, она отличается от классических вайнахских башен. Она ниже и приземистее, к тому же имеет не совсем обычный для вайнахских боевых башен машикули, опоясывающие ее сплошным квадратом. По своим пропорциям башни Чеберлоя ближе к осетинским. Боевая башня в селении Хой украшена множеством петроглифов. Это и перекрестия с кругами и круги с волнистыми узорами и Т-образный знак, то есть символика, характерная только для вайнахских башен. К востоку от Макажоя находится селение Харкарой. На скалистых склонах, среди средневековых руин возвышается боевая башня, единственная сохранившаяся средневековая постройка. В стенах башни много бойниц, завершали башню машикули, до нашего времени сохранился только один из них. В юго-восточной стене башни вмонтирован камень с изображением руки мастера. Вокруг селения Макажой разбросаны более мелкие средневековые поселения Джалк, Тундухой, Орсой. Однако от них остались только руины, на камнях которых сохранилось очень много петроглифов. В селении Орсой также сохранились развалины циклопических построек. Более подробно смотрите источник Лича Ильясов «Тени вечности». Чеченцы, архитектура, история, духовные традиции. 2004 год. Книгу бывает довольно сложно найти в библиотеках и интернете. В интернете можете написать в поиске также PDF Лича Ильясов «Тени вечности». Чеченцы, архитектура, история, духовные традиции. 2004 год. Как можно понять из этого труда? Древние нахи-чеченцы имели отношение и к кабанской культуре Кавказа и Каланской. Чеберлой же был заселен в древнейший период. В те же очень древние времена Чеберлой пополнялся новыми чеченскими группами. В итоге все это и сформировалось с течением времени Чеберлоевский Тукхум, общность чеберлоевских чеченцев. Единственное, на наш взгляд, где допустил ошибку наш уважаемый историк Лича Ильясов, это когда написал, что Чеберлой чеченцы заселили сравнительно недавно. По чеберлоевским преданиям считается, что в Чеберлое чеберлоевцы жили очень давно, происходили иммиграции из Чеберлоя и обратно. Конечно, чеберлоевцы пополнялись и другими чеченцами, которые сливались с ними, но все это происходило в древний период. Даже, возможно, чеберлоевские чеченцы и сами были предками для каких-то чеченских тайпов. Такое вполне вероятно, это один из древнейших чеченских тукхумов. Безусловно, общность чеберлоевцев мы можем отнести к очень древнему обществу Чечни. Чеченский сайт Грозный информ про чеберлоевское селение Хой сообщает: ученые считают, что селению Хой, как и Дербенту, около 2000 лет. Высокогорное селение Хой, что находится в Веденском, ранее Чеберлоевском, районе Чеченской Республики, сегодня завораживает своим видом. Хой расположился недалеко от озера Казаноям, на правом берегу реки Ансалта, к юго-востоку от районного центра Шаро-Аргун. Расположен древний город на высоте 1826 метров над уровнем моря, а название населенного пункта произошло от чеченского слова «хо», что означает «стража», «дозор», «поселение стражников». Хой – это древнейшее поселение чеченцев, которое в возрасте может посоревноваться с легендарным дагестанским городом Дербент. Как отметил доктор исторических наук, этнолог, член Академии наук Чеченской Республики Ваха Гарсаев, точную дату основания села не может сказать никто, а ученые по сегодняшний день устраивают продолжительные диспуты по этой теме. Сегодня высокогорное селение Хой защищается государством в качестве исторического памятника архитектуры. Однако, вернемся на пару тысяч лет назад. Заселение местности там, где сейчас располагается Хой, относят к конечному ледниковому периоду. Это около 5000 лет назад. Со временем ледники начали таять, отдавая влагу до пояса 3000-3500 метров, обнажая альпийские луга. В это же время образовался водоем Казаноям,
наполнив реки и небольшие речки из-за смещения горных масс. Люди выбрали для себя наиболее удобные и плодородные равнины и предгорья, оставив освоение Кавказского хребта про запас на последующие 2-5-3 тысячи лет. Равнинная местность территории Северного Кавказа заселялась народами вплоть до XII-XIII веков нашей эры, образовав некий союз северокавказских племен. XIV-XV век ознаменованы нашествием степных завоевателей на горские народы. Во время происходивших захватнических войн людей теснили, заставляя перебираться в горы. Горцам пришлось преодолевать скалистые массивы, оборудуя суровую местность под свои нужды. Люди уходили в недоступные овраги, ущелья, хребты, взбираясь все выше и выше. По некоторым источникам последний переход армии среднеазиатского завоевателя Тамерлана, Хромой Тимур, через земли горцев вынудил последних построить крепости, замки, башенные комплексы. В XV веке каменная архитектура территории Нашки получила интенсивное развитие. Но вернемся к предпосылкам возникновения поселения Хой. Из устных преданий становится ясно, что первые поселенцы, от которых в дальнейшем образовался Тайп-Хой, выходцы из районов, относящихся к раннему проживанию нахов, входящих в состав аланского распавшегося объединения племен. Как было сказано выше, после войн с среднеазиатским завоевателем племена двинулись в горы, оставляя низовья рек Терека, Сунжи, Асы. Выбор места для формирования аула Хой, скорее всего, связан с желанием горцев защитить свои семьи при помощи рельефа и необходимого для возведения домов и крепостей прочного основания. Например, окрестности Казано-Ям изобилуют оползневыми грунтами, не позволяющими строить крупные здания по типу высоких башенных комплексов. Этот факт вполне обосновывает расположение Хой на высоте скалистых вершин. Первые башенные постройки аула Хой относятся к периоду XIV-XV веков. Археологические раскопки, проводимые рядом с Хой и озером Казано-Ям, указывают на то, что стоянки охотников здесь существовали уже около 2500 лет тому назад. Эту информацию подтверждают и в Академии наук Чеченской Республики. Поселение Хой заложили на крутой скале прямо над ущельем правого берега реки Ансалты. Почему выбрали именно это расположение? Помимо рельефных предпосылок, ответ кроется в территориальной выгоде, хороших лугах, водных источниках, находящихся неподалеку, озеру Казано-Ям. Все это делало местность привлекательной для жизни в горах. Соответственно, происходили частые территориальные междоусобицы. Одни желали вытеснить хозяев с их насиженной территории, другие отстаивали право на проживание в этой местности и владение ее богатствами. Здесь воевали на протяжении веков. Первое сторожевое сооружение, возведенное в селении Хой, под красивым названием Амина, располагалось у самой границы аула. В башне всегда присутствовал вооруженный отряд горцев, при необходимости приходивший на помощь всей окрестности. По мнению Вахи Гарсаева, с исторической точки зрения, древнейшее чеченское поселение имеет невероятную ценность. Уже в XIV-XV веках здесь население активно занималось земледелием и скотоводством, наладили торговые отношения с соседними районами, а также с другими странами. Согласно историческим документам, в 1867 году в Хо числилось 200 дворов, в которых проживало около 2000 человек. Ранее в этих местах проживали некоторые чеченские тейпы. На это указывают результаты этнографических экспедиций и археологических раскопок. Рядом с озером Казано-Ям располагались войнахские башни, как жилые, так и боевые, множество склепов, могильников, а также святилища. Здесь же располагалась одна из самых ранних чеченских мечетей. Ученые Академии наук Чеченской Республики отмечают, что башня, построенная в Хо еще в XIV-XV веках, была сторожевой, там всегда находилась вооруженная охрана, приходившая на помощь всей округе в случае нападения врагов. Позже здесь была выстроена целая система укреплений и башенных комплексов, откуда контролировались дороги в области Шарой, Нохчмокх и в Дагестан. Стоит отметить, что выселение чеченцев 1944 года нанесло катастрофический урон всей республике, в частности и селению Хой. После депортации Хой полностью опустел. Когда советская власть разрешила чеченцам вернуться в свои родные края, селение Хой оставалось недоступным для его прежних жителей. Для простого населения к нему доступ был полностью закрыт.
Жителям селения пришлось устраивать свою новую жизнь уже в равнинных районах. Всероссийская перепись 2002 года говорит о том, что тогда селение Хой было полностью опустошено и там не проживало ни одного человека. Однако, несмотря на все эти потрясения, уже с середины 2000-х годов селение потихоньку начало оживать. А в 2010 году здесь проживало 49 человек. В 2017 году поселение фактически стало музеем под открытым небом. Каждый турист может посетить древнее селение Стражников, проехав всего 2 километра от озера Казаноям. Местные жители отмечают, что каменные стены старого села в окружении великолепных гор никого не оставят равнодушным. Древняя часть села необитаема, но является памятником архитектуры и охраняется государством. Вблизи построены новые дома и мечеть. Напомним, 2 года назад глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров распорядился восстановить культурно-исторические сооружения. Несмотря на то, что работы проводились в сложных условиях и на высоте около 2000 метров, строители прекрасно справились со своей задачей. На данный момент восстановлены в первозданном виде 2 боевые башни и более 100 древних жилищ. Совсем скоро историко-архитектурный комплекс Хой будет полностью готов к открытию. Адам Хамзаев. Источник. Грозный информ. Ученые считают, что селению Хой, как и Дербенту, около 2000 лет. Здесь стоит добавить, что, как сообщает чеченский сайт Грозный информ, по чеченским преданиям селение Хой упоминается как башни стражников. Горцы там занимались некой деятельностью, связанной с охраной. Причем ничего не упоминается о том, что это дело прервалось в какой-то период. А как известно также по чеченским преданиям, Эрстхаевцеи, Орстхаевцеи как раз связаны с тем, что они были некой военизированной охраной. Поэтому в связи с этим следует рассмотреть некоторые данные. Как писал чеченский историк Лича Ильясов, книга Лича Ильясов «Тени вечности», 2004 год, историк В. Кабычев записал в Чеберлое предание, что в Чеберлое 3 нашхоевцеев убили местные эрстхаевцеи, а затем пришел для отмщения целый отряд нашхоевцеев, прочно завладел Чеберлоем и выстроил укрепление на месте нынешнего села Хой. Но однако, как сообщает чеченский сайт Грозный информ, селение Хой упоминается как башни стражников. Горцы там занимались некой деятельностью, связанной с охраной. Причем ничего не упоминается о том, что это дело прервалось в какой-то период, а по чеченским преданиям, Эрстхаевцеи, Орстхаевцеи как раз связаны с тем, что они были некой военизированной охраной. Как все вместе это сопоставить и объяснить? Единственной теорией здесь можно допустить то, что схватка нашхоевцеев и эрстхаевцеев не была сильно масштабной. Она, вероятно, по каким-то недопониманиям, произошла между небольшой частью нашхоевцеев и эрстхаевцеев, после чего началось совместное проживание в Чеберлое нашхоевцеев и эрстхаевцеев, а в селении Хой так и продолжилась вестись сторожевая служба. Военный историк Иоганн Бларамберг, описывая чеченское население, называет их «мычкизы». Он описывает чеченские племена ауховцеев, чеберлоевцеев, шатоевцеев, нашхоевцеев и многих-многих других. В общем, в целом все чеченские общества. Про чеберлоевцеев он пишет чебурт-лицеи или черби-лицеи. Чебурт-лицеи населяют высокогорные долины Кавказа на северном склоне Сулой-Ламы и Нахчи-Ламы, юго-западнее Ичкеринцеев. Они нам мало известны, форма их правления республиканская, как вообще у всех чеченских племен. На их территории нет леса, но почва здесь более плодородна, чем у других горных чеченцев. В окрестностях поселения Ведан выращивают очень крепкий табак, который они сами и курят. Главными их поселениями являются Черма и Ведан на Верхней Халхалу, а Листанжа на Верхней Джалге. Их народонаселение достигает 7000 душ, из которых 1000 человек – воины. Далее Бларамберг пишет про нравы и обычаи чеченцев. Он пишет, у чеченцев нет более князей, потому что в различное время они их постепенно искоренили. Управляются они по старинке, в соответствии с обычаями и некоторыми религиозными предписаниями. Они равноправные, предпочтение оказывают лишь тем, кто преуспел в набегах на соседей. Законы куначества и гостеприимства у этого народа соблюдаются строже, чем у других горцев. Кунак не позволит оскорбить своего друга на протяжении всего того времени, что он находится под его покровительством, и если он живет у него,
то защищает его от грозящей опасности даже ценой собственной жизни. Чеченцы – хорошие стрелки и имеют хорошее оружие. Они сражаются пешими. Их храбрость доходит до исступления. Они никогда не сдаются в плен, даже если один из них остается против 20, и тот, кого захватили врасплох по случайности или по недосмотру, покрывается позором, так же как и его семья. Воспитание, образ жизни и внутреннее управление у чеченцев такие, каковыми они и должны быть у отчаянных людей. Все их соседи кабардинцы, ингуши, кумыки и лезгины считают их наиболее непримиримыми и лютыми врагами, так как этот народ до такой степени озлоблен, что не щадит никого и не думает о будущем. Некоторые из их старейшин зачастую давали им хорошие советы. Источник Яган Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Историк Марковин Владимир Иванович пишет, в районе озера Казаноям еще в эпоху камня жили люди. В 1957 году у речки Харсум, питающей озеро, впервые были найдены кремневые обломки, обитые рукой первобытного человека. Затем такие находки были сделаны у аулов Казаной и Хой. Но главное, что привлекает внимание путника, это местные памятники архитектуры. Слова великолепные, прекрасные, чудесные не подходят к ним. Местным башням и надгробиям присуща своя суровая красота. Они не только величественны, но и неразрывно слиты с природой. Все местные произведения архитектуры прекрасно вписаны в горный пейзаж, срослись с ним, дополняют его. Вот селение Казаной. Сейчас здесь 2-3 жилых дома и целый комплекс опустевших построек, замок Алдам-Гэзи. Строения раскинулись по склону горы и забрались на огромную крутую, недоступную скалу. Плоская вершина ее укреплена со всех сторон крепкими стенами, а там, где стена проходит над расщелиной, под нее подведена опорная арка. Это цитадель. Сюда во время осады загоняли скот, собирались люди. На скале находилась и боевая башня. От цитадели уходит дорога в горы, здесь же находятся остатки кладбища и пересохший колодец. У подножия цитадели возвышается жилая башня, башня Дауда, а далее следуют руины мечети и других построек. Многие из них перекрыты веерообразным напуском камней по типу дарбази. Еще одно замковое укрепление имеется в селении Хой. Среди большого количества жилых башен возвышается боевая. Она не очень высока, всего 16 метров. Хойская башня некогда была 4-этажной. И что самое интересное, сверху эта башня увенчана остатками сплошного машикуля, опоясывающего ее со всех 4 сторон. Хойская башня богато украшена. Здесь и углубленный узор в виде ромбов и треугольников, образные тамги и петроглифы. Остатки аула замка можно видеть и на восточной окраине селения Макажой. Одна из местных жилых башен была превращена в мечеть. Ее стены покрыты огромным количеством петроглифов. Последний раз мечеть ремонтировали в 1824-1825 годах. Сделано это было какими-то Газиявом и Хусайном. Так гласила арабская надпись. Укрепленный поселок Хархарой примостился у глубочайшей щели, по дну которой, пользуясь руслом реки Ансалта, можно пройти в Дагестан, в аул Ансалта, Ботлих, кандо-аварским народом Дагестана. И всюду, куда ни ступит ваша нога, вы будете поражаться странными чертами местной архитектуры. На боевой башне селения Хуй сплошные машикули, у мечети михрабный выступ иногда высоко поднят над гладью стены, в подвальных помещениях аккуратно выложены арочные своды, иногда опорные колонны их образуют целые ряды. Но стоит вам посетить соседнюю страну, Дагестан, пожить и осмотреть постройки чеченских соседей, аварцев, и все станет ясным. Только в результате общения с аварцами в районе озера Казаноям могли возникнуть памятники архитектуры, вобравшие в себя лучшие черты чеченского и аварского зодчества. Несомненно, чеченские приемы здесь преобладают. Архитектурные памятники Чеберлоя являются образцами большого строительного мастерства чеченского народа. Они указывают на тесные дружеские связи местного населения с дагестанцами в средние века. В селениях Казаной и Хой и в других местных аулах, а их тут довольно много: Макажой, Буни, Джалк, Хархарой, Орсой, Тундук, Хиндук и так далее, можно видеть интересные памятники. Они напоминают склепы, но это не склепы.
Прежде всего, они малы, в них нет погребального помещения, так как воздвигнуты они над индивидуальными захоронениями, а в их нише вделаны небольшие стелы с обычными эпитафиями, цитатами из Корана. В Чаберлое склепов вообще нет, очевидно, их уничтожили. Местные жители, жившие рядом с горцами Дагестана, довольно рано приняли мусульманство. Но чеченцы, порывая связи с языческим прошлым, не могли отказаться от старых традиций и своим памятникам по-прежнему придавали формы склепов. Подобные надгробия встречаются еще у селений Харачей, Кулой, Ачала, а далее к центру Чечни их становится все меньше и меньше, ибо влияние мусульманства вдали от Дагестана слабело и умерших еще долгое время хоронили по законам предков, в склепах, искусственных пещерах, скальных гротах. Чаберлой – это своеобразный заповедник, богато насыщенный древними памятниками вайнахского изобразительного искусства, петроглифами. Их можно видеть на скалах замка Алдам-Гэзи, на стенах и арках башен в селениях Хой, Макажой, Хархара и других. Они высечены на многих склеповидных памятниках. Петроглифы никогда не повторяются, хотя по сюжетам они не так уж разнообразны. Их высекали с любовью, не спеша, помещали на видных местах, большей частью у дверей, окон, на угловых камнях. Рисунки петроглифов гармонируют с обликом зданий, разнообразят монотонность башенной кладки. Такие изображения делались после окончания всех строительных работ и позже, по мере жизни в башнях, в связи с разными событиями. Остановимся на некоторых изображениях. Среди петроглифов Чечено-Ингушетии довольно много рисунков, напоминающих знаки письменности. За пределами Чечено-Ингушетии они неизвестны. Однако считать их буквами или даже знаками слогового письма нельзя. В условиях гор, при отсутствии широких торговых связей, не было возможности для развития письменности. Хотя, несомненно, они имели определенный смысл. Возможно, некоторые из них выражали какую-то законченную мысль, то есть являлись пиктограммами. Многие из подобных рисунков могли быть тамгами, знаками родов. Кстати, здесь Марковин не ошибся. Древние чаберлоевцы и вправду оставляли древние знаки родов в своих древних селениях на каменных строениях. Далее автор пишет: «Мы уже писали о символике креста у вайнахов. Этот знак являлся своеобразным оберегом, перекрещивая раз и навсегда все дурное. У горцев есть даже понятие хорошего креста, это крест, заключенный в круг, мог указывать направление, то есть связываться с представлением о странах света. На башенных постройках довольно часто можно видеть свастику. Это столь же древний изобразительный элемент в местном искусстве, как и крест. Свастика большей частью связана с движением главного светила, солнца, почитание которого у вайнахов вам уже известно. Чаберлой. Бесконечно его ущелье, здесь множество водопадов, каскадами сбегающих вниз, в черноту обрывов, здесь благоуханна трава и гостеприимны люди. Не спешите покидать скальные платформы местных гор. Мы постарались немного рассказать о древней культуре страны вайнахов, открыть ее вам. Нам бы хотелось, чтобы прошлое вы сопоставили с живым, настоящим, прониклись уважением и к старому, и к бесконечно разнообразному новому. И если, закрывая эту книгу, вы заинтересовались культурой вайнахов, их самобытным зодчеством, их памятниками старины, и вам захотелось самому полной грудью вобрать в себя горный воздух, увидеть полет орла из башни аула Эрзи, то поезжайте в страну вайнахов. Здесь любят гостей. Источник: Марковин Владимир Иванович. В стране вайнахов. Из Ичкерии в Макажойскую котловину. Чеченский сайт Грозный Информ сообщает: Макажой – исторический центр Чаберлоевского общества. Чеченские горы – это именно то самое место, где чеченцы чувствуют неразрывную связь со своими историческими корнями, потому что происхождение большинства чеченских тейпов всегда было связано с определенной исторической местностью в Горной Чечне. Представители Тукхума, союз тайпов, Чаберлой своим центром считают древнейшее селение Макажой, которое находится на юго-востоке в высокогорной части Веденского района Чеченской Республики на границе с Дагестаном. В своей книге «Тени вечности» историк, филолог и автор книг о средневековой архитектуре чеченцев Лича Ильясов пишет, что границы этой горной области точно не определены. Наиболее распространенным является мнение о том, что к Чаберлою относятся только район Макажоя, озеро Казаноям, селений Хой и Харкарой.
Более достоверной представляется информация о границах общества Чеберлой известного чеченского этнографа и фольклориста Ахмада Сулейманова, который основывается на свидетельствах стариков, живших здесь до выселения. По его мнению, Чеберлой на севере граничит с землями общества Нижала и внутренней Чечней. На западе с обществом Шаро-Нахчкела, Боси на юге и востоке с Дагестаном. Это наиболее отдаленный и недоступный район Чечни, который практически не имел никаких контактов с внешним миром. Вероятно, именно поэтому в чеберлоевском диалекте чеченского языка сохранились архаические черты, отсутствие лабиализованных гласных, сохранение древних форм местоимений и так далее, которые сближают его с западными вайнахскими диалектами, особенно с ингушским языком. Топоним Чеберлой восходит к чеченскому Чеба-Аре ровное место, котловина, а Лой является топонимическим суффиксом. Чеберлой стал заселяться чеченцами, которые мигрировали из западных районов Кавказа с давних времен. У некоторых тейпов, живущих в районе Чеберлоя, сохранились предания об их происхождении из западных районов Чечни. Так, по преданию тейпа Макажой, их родоначальником был Турач, переселившийся в эти места из Нашха. Селение Макажой находится к западу от легендарного озера Казаноям, где также расположены селения, самым крупным из которых является Макажой, которое чеберлоевцы издавна считают своей столицей. По мнению А. Сулейманова, топоним Макажой соответственно. Наименование тейпа Макажой связано с древним военным термином «макаш», клинообразное построение воинов-копьеносцев во время атаки неприятельских войск. Такой клин двигался впереди атакующих войск, первым рассекал вражеские цепи, заходя в тыл врага, брал его в окружение и уничтожал. В макаш входили самые отчаянные и физически выносливые воины. Стоит отметить, что здесь практически не сохранились памятники архитектуры. В селе также есть старейший в республике Зиярат Гади-Шейха. Остались развалины древнего замка Кезена, останки старейших сторожевых башен Алдам-Гези, а на скалистых склонах у самого обрыва находятся руины древнейшей мечети селения Макажой, возраст которой по некоторым данным составляет 760 лет. В Макажойское сельское поселение входят следующие населенные пункты: Макажой, Буни, Орсей, Ригахай, Тунже Аул-Садой, Цейкарай, Хиндай, Басхой, Ари-Авла. По словам главы Макажойского сельского поселения Личи Даева, на сегодняшний день здесь прописано более 184 человек, 20 из которых живут здесь на постоянной основе. Работает школа. Макажойцы проживают, в основном, в равнинной части Чечни, а также в других районах республики. Источник – сайт Грозный информ, Макажой, исторический центр Чеберлоевского общества. Интересно и то, что, как пишет чеченский историк Лича Ильясов в книге «Лича Ильясов. Тени вечности», 2004 год, что башни Чеберлоя схожи с осетинскими, а сами осетины могли до перехода на иранский язык иметь отношение к нахскому населению. Возможно, это и так. А особую схожесть башен Чеберлоя и Осетии можно наблюдать, к примеру, в Алагирском районе Северной Осетии. Там есть и другие параллели. Например, существует чеберлоевский тайп Дай, а в Алагире есть село ровно с тем же названием Дай, ныне Дайкау, где находится полуразрушенная сторожевая башня алагирской фамилии Биазровых. Кстати, как сообщает осетинский научный сайт «Историк В. Латышев связывал происхождение топонима Дайкау с этнонимом древнего скифского племени Дай. Село Дайкау имеет связь с фамилиями Биазровы, Ачеевы, Хлоевы, Муриевы, Дзодзиевы, Безыровы, Кантиевы, Сапаевы, Лалаевы, Хасаевы, Таховы. Источник – сайт «Потерянная Осетия». Дайкау. Скифское же племя Дай в свою очередь напоминает чеберлоевский тайп Дай, а чеченцы, как мы поняли из работы Ильясова, имеют прямое отношение к аланам. Скифы во всей исторической науке признаны предками аланов. Может, скифское племя Дай и чеберлоевские чеченцы тайпа Дай это одно и то же, и когда-то они основали село Дай в Алагире, ныне Дайкау. Ко всему прочему, чеченским ученым-генетиком Пахрудином Арсановым было обнаружено, что многие осетины по генетике происходят из нашхойской ветви чеченцев. Источник – историк Хасан Бакаев. Жизнь в Древней Антарктиде. Выпуск 75. Четвертая часть 72-го выпуска. Базовыми гаплогруппами чеченцев в чеченском ДНК-проекте Чечено-Ухче DNA Project представлены J2, J1, L3, Q, G2 и другие. В осетинском ДНК-проекте Осетиан DNA Project
Почти 80% фамилий это G2 и меньшая часть это G2, поэтому параллели видно везде. Но правда лишь по общим гаплогруппам не совсем корректно судить о родстве. Это показывают генетические ветви и аутосомный анализ, поэтому работы еще много. Но, однако, уже обнаруженная нашхойская ветвь чеченцев у многих осетин – это весомая находка на сегодня. Те люди, кто побывали в Осетии и Чеберлое, правда могут подметить, что башни похожи по строению, особенно в Алагире. Сами же алагирцы рассказывают, что однажды на Алагир напали фашистские войска и произошли бои. В итоге фашистские войска победили и оккупировали район, истребив массу населения и многих взяв в плен. Но алагирцы не дрогнули. В то время многие алагирцы, захватив с собой оружие, ушли в ближайшие леса и скрылись там. Из лесов алагирцы постоянно совершали нападения на фашистов, они очищали район от оккупантов, фашистам в Алагире жилось неспокойно, на них совершали нападение за нападением. В итоге произошли новые масштабные бои и по итогу алагирцы выбили фашистов из лагеря. Следует отметить, что безусловно, историю Чеберлоя и чеберлоевцев еще нужно исследовать, она таит еще много тайн. Чеберлоевский диалект чеченского языка является одним из очень древних диалектов чеченского языка. Является одним из самых архаичных диалектов чеченского языка. Наиболее близким к чеберлоевскому диалекту чеченского языка является шароевский диалект чеченского языка, с которым они объединяются в юго-восточно-чеченские или шаро-аргунские диалекты.